Как выглядеть не модно, а стильно. Как одеваться с иголочки, но без дорогущих брендов. Правильно уметь шить и развивать свой вкус. Добро пожаловать на второй этап международного конкурса мастеров детского национального костюма «Так и я». В нем принимают участие дизайнеры одежды из регионов России, а также стран ближнего зарубежья, которые работают в стиле этника. Здесь много моих сверстников, ведь все эти модели изначально сшиты для детей и подростков. Агата, какой у тебя костюм? Он у меня белорусский, народный. Вот это вот у меня налобная повязка, она сшита из тканей. Это девичьи, их плетут девушки. Потом вот черевички, это народная обувь и фартук. Фартук шьют девушки, когда им исполняется, уже 18 лет. Так и я – это такой головной убор, вроде тюбетейки. Его носили мальчишки и девчонки издревле. Уверена, что вы даже слова такое не знаете. И действительно, детский национальный костюм плохо изучен. Здесь представлены не только башкирские и русско-народные костюмы, здесь много чего интересного и редкого есть. Отличается ли дефиле в народном костюме от обычного? Да, отличается, потому что в народном костюме нужно вжиться в то, что вот какой-то костюм показываешь, вот на мне марийский костюм древний, я вживаюсь в роль, как будто бы я в древности, на мне даже обувь очень интересная, лапти. Удобно ли ходить в лаптях? Нет, неудобно. Они спереди, видите, квадратной формы, и они слетают. Тема национального единства и дружбы народов республики как никогда актуальна. Организаторов конкурса радует то, что их направление активно поддерживается. Посмотрите, сколько здесь дизайнеров и моделей. И это еще не конец. 30 октября пройдет заключительный этап. В нем примут участие 19 финалистов. Не стоит завидовать, стоит вдохновляться. Шить себе одежду может каждый. Главное – захотеть. Регина Казыргалина, Фахид Хагалимов. Специально для Горы новостей.